Я служил и в морской пехоте, и в морском спецназе, и на корабле, и даже на плавной лодке служил. Везде, во всех морских службах, кроме авиации, служил. В чем ты, наверное, Бизнес – это самая лучшая самореализация себя. Рисую свою жизнь, да. Шило в заднице. Если я стану миллионером, все, кто рядом со мной, тоже станут миллионерами. Пчелам, всем веселым. У меня будет реклама Лапенко во всем влоге. Идем на квартиру к Роме. Это студия. Чтобы приставы не пришли. С вредных привычек бросил я, наверное, в 2015 году. Постоянно много курил, много пил. Вот. Но это не мешало мне спорту, как бы не мешало. Но как раз таки самые крупные результаты, например, в рукопашке я показывал, когда пил, например. Ну и сильно не мешало. Ну. Почему решил открывать именно спортстудии? В Спарте проводил клуб бега, организовал бесплатный клуб бега. Мы бегали, я всех тренировал после бега. Всем понравилось, все говорят, давайте мы будем арендовать зал, ты нас будешь тренировать, когда зима наступила. Я говорю, ок. Арендовали зал. Вот. Те, кто просили меня, не пришли туда тренировать. Вот. Но так как аренду уже надо было окупать, я начал разбираться в маркетинге, начал разбираться в продажах, как писать посты продающие, как вообще привлекать народ. И ко мне начало ходить много народу туда. Вот. Я понял, что надо открывать свой зал. И, собственно, открыл зал. Включи богемскую рапсодию. Включаю Queen. Песня Bohemian Rhapsody. Студия. Сколько тут квадратных метров? Да, 30. А вот это, скорее всего, рабочее место у Ромы. Ноутбук, который приносит весь основной доход, да? И наклейка Rotus Dream. А знаете что? Футболка тоже Rotus Dream. Что обычно кушаешь? Утром гречку с немолоком, а днем макароны с майонезом, кетчупом, с сыром или рыбой. Тут такой большой телевизор, но, скорее всего, Рома его вообще не смотрит. У тебя какой рост? 166, наверное, Так хорошо же быть маленьким. да. Да, и смотри, я не жалуюсь. Раньше жаловался, на самом деле, раньше очень комплексовал. Когда мелкий был. Я хочу делать народ счастливым, красивым. Мне нравятся красивые люди, спортивно выглядящие. И поэтому я хочу сделать таких больше в России. Вот представь, что у тебя сейчас есть 5 лямов, куда инвестируешь? В 5 залов, в 10 залов. 10, где-то 500 тысяч у нас выходит примерно зал. Вот в 10 залов открою в других городах просто. И какие твои цели на 5 лет? На 5 лет открыть 800 студий. 800 фитнес-студий. 800 фитнес-студий под своим брендом, да. А у тебя уже есть опыт в работах в студиях? Я работала в студии управляющей у Ромы как раз. Первая студия, которая здесь скрылась. Вот, и решила свою. Ага, все, вот, разгрузились. Это и есть 3-я студия. Вот тут у нас общая зона. Тут наша раздевалка. Вот, в принципе. В теории можно душ подключить, если надо. Шкафчики. Ну, тут для 8 человек переодеваться вполне достаточно. Образование важно, как считаешь? Нет, вообще не важно. Ну, смотря какой путь развития ты видишь, то есть если человек хочет работать в найме, карьера, то образование, да, важно. Если человек хочет самореализовываться, как, например, ну, вообще как человек, как тренер, как какой-то специалист, как предприниматель, то образование, я имею в виду стандартное, именно классическое, не важно. А так важно самообразовываться, то есть самому учиться, потому что то, что дают в университетах, оно в жизни в основном не пригодится. Вот. Так что надо просто самому. Курсы платные, бесплатные курсы, интернет, YouTube. Вот это образование. Курсы помогают? Курсы помогают, 100%. А тебе ничего не говорят? Зачем ты туда лезешь? Ну, говорят, конечно, много кто говорит, и родители в первую очередь кто говорит. И этот,
Какие фразы можешь вспомнить, что тебе говорят? Ну, типа, не жили богатые, нечего, типа, ну, нечего там жить, то есть этот, ну, как-то так, типа, это, нет, что у меня предпринимательской нет, тямы нет, как родители говорят, то, что жилки предпринимательской нет, типа, вот это, никогда не зарабатывал, не будешь зарабатывать, типа, ну вот, ну ладно, пусть говорят, что. Если вернуться на 2 года назад, что себе бы сказал, какой совет бы дал? Ничего бы, я бы так и продолжал бы действовать, нормально все. Все, говорю, все нормально, красавчик, идешь, все нормально. Не сказал то, что вот туда не вкладывайся? Нет, не сказал бы, зачем. Ну смотри, если бы я, допустим, тогда бы те ошибки бы не допустил бы, я бы мог открыть бы сеть фитнес-студий, уже немножко разбогатеть, вот, и я бы подумал, что я бог какого-нибудь предпринимательства, вот, и привлек бы не 3 миллиона, а 30 миллионов, и 30 миллионов бы вложил в 5 кроссфит-залов, и они бы все бы пролетели бы по той бизнес-модели, и я бы ушел в долги не в какие сейчас, а там в минус 50 миллионов ушел бы. Не получилась такая модель, которая была раньше, ну, твоя, и почему у тебя долги сейчас? Потому что был очарованный, то есть именно в том плане я начинал как тренер, то, что работать, и я думал, почему тренеры групповых программ мало получают. Они получали примерно 60-70 рублей с человека тогда, вот, ну и сейчас, в принципе, столько получают, может, чуть побольше. И мне было обидно за тренеров, типа тренеры мало получают, вот. И я сделал так, что 50% от абонемента всегда шло тренерам, то есть у меня средний чек был 280 рублей за занятие, и 140 рублей у меня тренеры получали, должны были получать. Вот. И получалось, что аренда дорогая, очень дорогая аренда, у меня около 200 тысяч была аренда только в месяц. И так получилось, что оборота не хватало, чтобы выплатить и аренду, и зарплату, и получается, я аренду до конца не платил, и зарплату до конца не платил всем. И тренеры получали примерно так же, как и в других залах, может даже больше, кто-то получал в два раза, чем он в другом бы зале получал, но я ему все равно не доплачивал. И когда я закрыл зал, вот, перед многими сотрудниками у меня оказались большие долги, потому что в течение полгода, например, я 30 тысяч должен зарплату, а я 20 тысяч платил. И каждый месяц по 10 тысяч долга мне добавлялось, и я по 50-60 тысяч много кому должен был тогда. То есть сейчас немножко покрываем мы это все. Вот, но именно из-за этого вот бизнес-модель просто сам не смог уже людям сказать, типа, я вам не буду столько сейчас платить, я буду платить в 2 раза меньше, как все платят. Я уже так не смог сказать. Потом буду когда-то сидеть у Дудя, и Дудь скажет: конкурс! Вот, все хейтят мое название Гончар. Мне никогда не нравилось название Гончар, в смысле имя, фамилия. Меня всегда фамильничали жестко, и меня вообще прям это бесило. Короче, назовите зал не... То есть зал, вообще все мои проекты не по-гончаровски. То есть вот просто не Гончар. Если не Гончар, то как название? Что, фитнес-студия, что там? Суперфигура или что там? Супербоди. Вот, так что давайте какую-нибудь нормальную фигуру, которую можно распространить вообще франшизу на весь мир, чтобы было нормально. Вот. Кстати, Гончар в переводе с английского Поттер. Так что Гарри Поттер — это Гарри Гончар, если что. Кто назовет самый прикольный на этот, мы подарим абонемент на 8 посещений в любую фитнес-студию. Точнее, у нас абонементы на все студии действуют. Так что абонемент. Так что девочки, пишите, ну, для девочек либо парни, пишите, для своих девчонок выигрывайте этот абонемент. Записывал. Сестры, братья, ZVG